В Инте откроют завод карбидов и ферросплавов. Проект нового промышленного предприятия стал первым резидентом арктической зоны в Коми. Запуск первой очереди производства запланирован уже этим летом. В строительство завода планируют инвестировать более 300 миллионов рублей. Масштаб предстоящих работ оценила зампред правительства республики Ирина Бахтина во время рабочего визита в приполярный город. Елена Кононова знает подробности. Это бывшая котельная Инты. Кочегарку закрыли 2 года назад. Тогда все мощности перевели на Интинскую ТЭЦ, а промышленный комплекс зданий остался без работы. Но уже летом здесь запустят первую очередь строительства нового предприятия. В этих стенах развернется первый резидент арктической зоны Коми – завод карбидов и ферросплавов. Сегодня здесь приводят в порядок электрические сети, грузоподъемные механизмы. А в конце марта специалисты приступят к демонтажу старого технологического оборудования. Объем работ предстоит выполнить огромный. Здание, конечно, стояло уже без производства, без тепла. И, конечно же, работы по восстановлению необходимо провести. Организация уже обследовала здание, и мы видели эти отчеты. Да, действительно, есть над чем поработать, но уже занимается организация, уже есть планы и по кровле, и по стенам, где это необходимо. То есть приводят в порядок, и на этих мощностях, в этих помещениях будут устанавливать уже свои печи для производства. Интинский завод карбидов и ферросплавов предполагает стать одним из крупнейших промышленных предприятий, которое будет выпускать востребованную продукцию для химической и металлургической отраслей. При этом, как компания-резидент арктической зоны может рассчитывать на преференции, льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, получение земельных участков без торгов и многое другое. В правительстве Коми считают, что этот проект очень важно поддержать, особенно на начальном этапе. Ведется работа с естественными монополиями, с РЖД и с МРСК по, собственно, подключению предприятия к тем необходимым с точки зрения энергетики мощностям, с точки зрения ЖД к транспортной логистике. Там необходима реконструкция железнодорожного тупика длиной 1100 метров. И здесь как раз будет крайне важна помощь и поддержка правительства республики, экономического блока, с тем, чтобы действительно предприниматель, инвестор не находился в этом диалоге один на один. Инта получит еще одно градообразующее предприятие и новые рабочие места. К моменту полной реализации проекта в 2024 году здесь будут работать 250 сотрудников. Это позиция, прям, чтобы привлекать местное население. Сейчас уже порядка 300 резюме на рассмотрении. То есть, понятно, что будет происходить выборка, какая-то ротация. Кто-то захочет работать, кто-то, может быть, снова поедет на вахты. А это Инта Приполярная. Агрокомплекс занимается и оленеводством, и молочным животноводством, а также переработкой молока и мяса. Хозяйство разводит северных оленей ненецкой породы и крупный рогатый скот холмогорской породы печорского типа. Ферма-предприятия содержит более 200 дойных коров. Ежедневно молзавод перерабатывает 1700 тонн молока, а мясной цех выпускает большой ассортимент продукции из оленины и говядины. Но есть трудности, сетует руководитель предприятия. Оборудование старое, изношенное. При таком раскладе трудно конкурировать с другими хозяйствами. Но на модернизацию производства средств не хватает. Нужна помощь республики. В республике есть план по тому, как привести Инту Приполярную в рабочее состояние. И я думаю, что сегодняшний рабочий визит Елены Сергеевны Бахтиной поможет ускорить решение этих вопросов. Вы сами видите, в каком состоянии все. Требуется вливание по всем направлениям. Кроме посещения объектов, Ирина Бахтина провела совещание по переселению жителей из районов Крайнего Севера. На эти цели из федерального бюджета выделяют около 450 миллионов рублей. Это 190 сертификатов для переселенцев. Они переезжают в среднюю полосу России. Между тем, местные власти предлагают дать возможность семьям переселяться и в южные районы республики. Для этого надо разработать региональную программу, определить количество желающих и просчитать необходимую сумму. Ирина Бахтина подчеркнула, в ближайшее время должны быть собраны все предложения и пожелания, которые лягут в основу новой республиканской программы. Елена Кононова, Татьяна Маннова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.